Это приемный кабинет, где буду принимать больных. Доступная медпомощь пришла и в Старое Шигалеево. За 2 месяца здесь возвели новый фельдшерско-акушерский пункт. Им будет заведовать Ания Гайнулова. Кровотечение после травмы, отек после укуса змеи. Медик проведет все необходимые процедуры. От наступления межсезонья сделает прививки. Но если больной ко мне пришел, например, я ставлю, например, диагноз там инсульт, мы больного кладем на кушетку, например. Я свою первую помощь делаю больному, потом, если состояние ухудшилось, например, я, если уж вызываю скорую. Раньше же в этом селе ФАП располагался в здании школы. Туда обращались все. Так выглядит старый ФАП в селе. Он обслуживал пациентов 13 лет, однако здесь нет подъездных путей для машины скорой помощи. Чтобы попасть в кабинет врача, нужно подняться по лестнице на 2-й этаж, что не всегда доступно для пожилых людей и инвалидов. Площадь старого ФАПа в 2 раза меньше, однако здесь хороший ремонт, но из оборудования здесь есть разве что только бактерицидные, кварцы и холодильники для вакцины. Новый ФАП уже 3-й в Шигалеевском поселении. Для инвалидов предусмотрели подъемные платформы. Первых пациентов здесь примут в ближайшие недели, когда завершат внутреннюю отделку и завезут оборудование. Завезли вот это грунт. Сейчас вот сегодня приедет техника, будет выравнивать. Потом у нас будет чернозем. Передняя сторона будет вот бетонным. Здесь уже будет канализация. Новый ФАП сейчас будет не в школе, то что вот в школе там все равно с детьми. А так сейчас будет отдельно. Я радуюсь за свой Старый Шигалеев, что действительно открывается. Это нужная вещь, открывается фельдшерский пункт. Много детей. Это нужная вещь. Спасибо большое руководству. Строительство ФАПа в Татарстане проходит по президентской программе. За 8 лет только в Пестричинском районе открылись 13 медучреждений. Также на ФАПах работают и акушерки во врачебных амбулаториях. Есть возможность пройти профилактические осмотры. И, соответственно, в рамках реализации национального проекта здравоохранения, программы первичной медико-санитарной помощи, с прошлого года также организовали работу мобильных комплексов. На 2021 год примерно планируется также 41 ФАП построить. И все это в совокупности на сегодня у нас позволяет охватить сетью первичного звена все сельские населенные пункты. Всего с 2012 года в республике построено уже более 500 ФАПов, 34 амбулатории, отремонтировано более 1500 медучреждений первичного звена. Юлия Муратова, Данил Филатов, ТНВ, Пестричинский район. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.